Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 9 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня у нас сегодня замечательная. Туз Пентаклей. Это карта для отношений. Так, чуть-чуть подвину. Для работы. Для финансов. Еще одну карту хочу достать, чего мы не знаем, да, не предполагаем, а оно произойдет. Теперь цыганская колода для подсказок. Итак, туз Пентаклей. Это вообще считается карта счастья. Но так как это туз, это лишь потенциал. Это вот появляется в нашей жизни какая-то сила, да, которая нам дает возможность и устроиться на работу, и заработать. И, возможно, даже для встречи нового партнера дает шанс. И для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Посмотрите, у нас здесь на этой карте вот такая арочка, да, то есть это момент перехода как бы из одной реальности в другую, из одной жизни в другую. И, конечно же, карта эта быстротечная. Нужно воспользоваться этим днем по максимуму. То есть нужно обязательно обращать внимание на то, что происходит. Даже это может казаться на первый взгляд каким-то, может быть, сложным, да, может быть, болезненным, или, может быть, требует каких-то перемен очень быстрых, решительных. Все-таки не нужно от этого отказываться, потому что именно вот в этом дне заключен большой шанс на счастье, на удовлетворение всех наших желаний, которые у нас есть. В общем, очень сильная карта, которая говорит о том, что судьба заботится, судьба дает возможности и шансы. А теперь чего не стоит делать? У нас карта башни, старший аркан. Не стоит резко реагировать, не стоит, может быть, сразу вступать в какие-то конфликты, доказывать что-то. Не стоит как-то быть врагом себе, своему здоровью, своей судьбе и так далее. Да? Вообще карта башни, она связана астрологически с Марсом. Вот Марс – это, с одной стороны, агрессивная планета, а с другой стороны, она активная планета. Да? Это планета, которая как бы символизирует начало чего-то нового. То есть она так мощная, дает энергию для того, чтобы начать. И вот как раз у нас здесь эти две карты рядом, да, то есть плохо, если мы воспринимаем какие-то ситуации как негативные, а не используем их для своего счастья, для улучшения своей жизни. А кроме того, карта говорит о том, что нужно заниматься телом, здоровьем, уделять внимание, может быть, питанию, да. А кроме того, здесь же у нас огонь, может быть, допустим, солнечный удар, перегрев какой-то на солнце, да, то есть хотя бы в такие часы активного солнца не нужно вот слишком уж подставляться лучам, да, может быть, и даже тепловой удар. Ну и, конечно же, все, что у нас должно уйти, пусть уходит, да, то есть это назревшая ситуация, это ситуация кризиса. Не нужно на кризис реагировать негативно. В каждом кризисе есть зерно счастья. Вот карты говорят, теперь что нам поможет? Шестерка мечей, карта перехода. Для кого-то это реальный даже переезд может быть, переход на новую работу. Это может быть просто перемена от одного периода судьбы к другому, да, то есть вы, допустим, не имели работы, не имели денег, и вдруг появляется шанс вот у вас рядом, да, карта, которая говорит о том, что вы вполне можете здесь прекрасно устроиться и быть счастливы в будущем. Шестерка мечей у нас карта, которая связана с нашими обещаниями, обязательствами, особенно теми обещаниями, которые мы даем близким людям, близкому кругу, своим родственникам, да. Может быть, мы, кстати, воспользуемся их помощью для того, чтобы вот свои реализовать какие-то планы. И вообще здесь как бы на первое место выходит как раз договоренности, да, это договориться с собой, договориться с другими людьми, договориться со своей семьей. Вот вы, допустим, хотите что-то в своей жизни менять, надо, конечно, чтобы и ваши близкие тоже были на это настроены. А теперь отношения. Четверка мечей. Карта говорит о том, что в отношениях какое-то затишье, отдых, либо вы заняты интеллектуальной деятельностью, и вам на отношения особо нет времени. А кроме того, по четверке мечей вы, может быть, строите какие-то планы, вы можете как сказать,
перестраивать даже те планы, которые у вас уже были. Допустим, вы понимаете, что сейчас не время действовать так, как вы раньше задумали. Кстати, вот эта карта еще говорит о том, что неплохо было бы сегодня обратиться к высшим силам за помощью, да, то есть если вы в таком состоянии гармонии сегодня сможете находиться, то вполне возможно к вам придут какие-то интуитивные озарения такие, да, которые вам помогут как раз вот в вашем, в решении вашего вопроса с вашим будущим. Так, для тех, кто в поиске партнера, тоже у вас новый поворот здесь, да, ну вот смотрите, вот 4 мечей говорит о том, что пока еще не время встретить партнера, но 6 червовая говорит о том, что это уже скоро совсем произойдет. То есть это отсроченное, конечно, событие, но оно будет, то есть новый поворот в жизни у вас будет. Теперь те, кто в поиске, те, кто в паре, 8 трефовая, карта говорит о том, что вы в отношениях, возможно, сегодня будете друг друга с трудностью понимать, да, с трудом. Скорее всего, одному из партнеров потребуется отдых или, может быть, даже, может быть, какое-то нездоровье будет просто от того, что вы устали, либо слишком много переживали от стресса, да, может быть, какое-то переутомление. Вот нужно отдохнуть, нужно дать партнеру возможность. И если даже у вас были на этот день запланированы какие-то важные очень мероприятия, вот связанные с вашим партнером, или, может быть, он что-то вам обещал, допустим, сделать, да, вот лучше все-таки оставить его в покое, в другое время это сделать, да, то есть чтобы он имел возможность отдохнуть. То же самое и вас касается. Если вы чувствуете, что у вас есть какое-то утомление, обязательно нужно вот набраться сил, прежде чем что-то делать. Потому что, когда у нас низкое энергетическое состояние, мы можем и поссориться, мы можем просто как бы видеть в своем близком человеке врага и так далее. Ну и, кстати, может быть, в ваших делах потребуется обращение там к вышестоящим, потребуется, может быть, какое-то взаимодействие с государственными структурами, да, вот 8 трефовая говорит. И не всегда это будет легко. И вообще самим сложно действовать в этот день. Лучше всего привлекать помощь людей, у которых есть либо опыт, либо связи, либо возможности какие-то. Для тех, кто в ссоре, 10 червовая, карта говорит о том, что вы, в принципе, скорее всего, поссорились, ну, скажем так, может быть, на пустом месте, да, потому что вы действительно подходите друг другу, вы верные, вам можно доверять друг другу. В общем, в принципе, у вас тут легко может произойти примирение. А теперь работа. В работе у нас выпадает рыцарь Пентаклей. Карта говорит о том, что в работе все в порядке, все стабильно. Есть возможность получения необходимых благ, да, удовлетворения всех своих нужд каких-то. Ну и вообще эта карта у нас считается очень стабильной, да, хоть здесь медленный рост какой-то, но все-таки все необходимое здесь есть. Теперь для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что как раз вот есть возможность получить новую стабильную работу какую-то. Может быть, даже через какие-то знакомства, да, это придет возможность. То есть обращайтесь, чем больше количество людей вы охватываете, тем больше возможности эту работу найти. Для тех, у кого есть работа, 9 пиковая, карта говорит о том, что у вас все стабильно, у вас все надежно. Кроме того, карта еще говорит о том, что у вас есть какие-то далекие цели. Может быть, сейчас, вот именно в этот день, вы как-то не чувствуете, что продвигаетесь к ним, но на самом деле вот эта вот стабильность, устойчивость, это уже хорошо, потому что сейчас как бы кризисное время, да, и для вас это почти что рост. То есть не переживайте, вы своих целей добьетесь в любом случае только позднее. Для тех, у кого свое дело, валет червовый. Карта говорит о том, что сегодня у вас какие-то хорошие возможности открываются для вашего бизнеса. Либо клиенты лояльные приходят, либо ваши близкие вам помогают в ваших делах. Может быть, у вас семейный бизнес. Может быть, здесь заключение какого-то очень
важного и нужного для вас договора, который вот повлияет на ваше финансовое положение. Вот знаете, начинается какое-то очень хорошее время для тех, кто своим бизнесом владеет. Причем как бы все здесь крутится вокруг людей, клиентов, может быть, вашего коллектива, и все к вам настроены очень дружелюбно и хотят вам помочь. А в деньгах Солнце, то есть если у вас были какие-то сложности, проблемы с деньгами, здесь идет улучшение, прояснение ситуации. Для кого-то это уже приход денег, для кого-то это окончание какого-то большого проекта, да, за который заплатят. По Солнцу никогда не приходит слишком больших сумм, да, приходит только вот на необходимое. Но в то же время, в общем, здесь есть изобилие, но нет излишества. Посмотрим для тех, кто работает, денежки. Семерка червовая. Карта говорит о том, что у вас будет, предполагается, рост денег. Может быть, прямо сегодня, может быть, в ближайшее время. Для тех, кто работает, здесь, возможно, будет не только приход, но и расход. Может быть, вы будете, допустим, выплачивать зарплату коллективу своему, да, людям, с которыми вы работаете. Либо будете тратить деньги на приобретение, может быть, какого-то оборудования. Или еще на какие-то услуги, вот, которые связаны как раз с вашим бизнесом. Но это просто необходимость, которая все равно вам в конечном итоге принесет деньги. Так, теперь у нас карта пятерка мечей, которая говорит о том, что мы еще не знаем пока что, вот в завтрашнем дне не предполагаем, да, какая-то скрытая ситуация, которая проявится. Пятерка мечей, карта, связанная с взаимодействием с другими людьми, как раз карта, которая связана с нашими обещаниями, которые мы, может быть, не можем выполнить. Дали когда-то обещание, подписали договор, какую-то бумагу оформили, а выполнить свои обещания не можем. Или, допустим, кто-то нам обещал, и вот мы добиваемся того, чтобы этот человек исполнил свое обещание. Также это может и с работой быть связано, да, то есть на работе какие-то перемены тоже в связи с обстановкой, может быть, какие-то договоры перестают действовать, и надо перезаключать их. Вообще карта, конечно, конфликтная. Вот в каком плане? Мы можем, допустим, думать о людях через свое мировоззрение, да, а они на самом деле совершенно другими оказываются. То есть мы как бы их не понимаем, и нам кажется, что вот люди желают нам там зла, да, хотят нас обидеть или еще что-то такое. А на самом деле мы их просто не понимаем и как-то настраиваем их против себя вот этим. Вот карта говорит о том, что нужно принимать людей такими, какие есть. Если пришло время менять какие-то договоры, обещания и так далее, нужно это сделать. Но нужно обязательно говорить об этом. То есть не нужно уходить от ответственности, не нужно прятаться, да, а нужно перезаключить договоры, передоговориться и так далее. И, конечно же, как можно меньше быть критичным, как можно меньше задевать других людей для того, чтобы день хорошо прошел. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!